Друзья, всем привет! Короткая рыбалочка сегодня у нас намечается. В общем, сегодня у меня рабочий день. Груз уже я отвез. Но так как я на реке, почему бы не попробовать на, так сказать, наших заветных местах. Как раз я их проезжаю. В общем, часик у меня времени есть, полтора. Попробуем. Что получится, то получится. Поехали. Вода еще не совсем летний уровень, но уже далеко не весенний. В такую воду мы уже здесь рыбачили бывало. И довольно-таки неплохо. В общем, начну традиционно маленькая блесенка и сверху нимфа. Сейчас посмотрим, будут поклевки, не будут. Покидаем немного сначала так. Ну а потом хочу поставить крупную блесну или колебалку, или вертушку большую, в надежде поймать трофейную щуку. Сачок я, конечно же, не взял, забыл. Не то чтобы забыла, все-таки не на рыбалку же я поехал. Сегодня рабочий день, но так как проплываю перспективные места, грех не попробовать. Заодно и разведка. Клюет в этих местах, не клюет. Ну вот пока два заброса. И пока тишина. Когда активный клев, уже давно последовала поклевка. Ну, как мы видим, пока тихо. Ну, ничего страшного. О, кто-то дергает. Есть. О, сход. На третьей поклевке была, на третьем забросе была проводка. Я даже не понял, что это было. Или крупный окунь, или язь. Но походу это был окунь. Но не дошел. Сход. Но поклевку мы увидели на третьем забросе. Это уже хорошо. Это уже отлично. Это уже здорово. Так. Чтобы зря не тратить время наше и ваше, камеру пока выключим. Как только будет поклевка, сделаем обязательно включение. Пока выключаемся. Поклевку мы уже увидели, это здорово. Вот и поклевочка. Такое что-то нормальное попалось. После выключения буквально на втором забросе. Эх, опа, это был язь, друзья. Это был язь. И неплохой. Но, как вы сами все видели, если видели, такой грамм по 700-800 крупный язь. Порвалась губа. Попал на тройник. Я говорю, по проводке чувствовался вес. Хороший такой вес. Там, наверное, тоже язь был. Или окунь, я не знаю. Ну вот. Был бы сачок, он был бы мой подсак. Ну, ничего страшного. Значит, ему сегодня повезло больше. Так, подъехали ближе к берегу. И тут трава. Тут трава. Уже растет. Здесь помельче немного. Вот трава, вон кусты. Попробуем побыстрее проводить. Сегодня ветер. И на вихре очень... Опа! Что это было? Трава, скорее всего. Трава. Нет травы, нет, значит это была поклевка. Если я на марке включил, выключил, поехал. Вот, подъехали к дамбе, вижу, плещется хариус на перекате выше. Ну, не крупный, мелкий жиган. Вот здесь вот на срезе может быть окунь. По крайней мере, в прошлые года мы его ловили здесь. И довольно так неплохо. Ветром нас поднимает против течения. Опа, прямо на берег закинули. Вот сейчас, по идее, должна быть поклевка. Но нет.
Сейчас вот ветром поднимет до течения, до среза, и будет сносить. Ну, покидаем, если брать не будет, переедем на другое место, потому что времени как бы не очень-то много, у нас буквально час-полтора. Конечно, бы хотелось поймать трофейную щуку, но пока на такую, ну, в принципе, я ловил 6,5 килограмм щуку на такую же маленькую блесенку, где-то примерно в этих же местах. Посмотрим. Все-таки крупная приманка видна издалека, и крупная щука более-менее ведется на крупную приманку. Та щука, которую я поймал на маленькую блесенку, на двоечку, при разделке там был здоровенный язь. Ну как здоровенный, где-то грамм на 600-700. И в животе только-только проглоченный, даже не переваренный. Опа, что-то было. Это возможно, да, это трава. Ладно, поклевок нет, пока выключаемся. Так, была поклевка прямо на перекате. Это возможно хариус. Вот мы сейчас как раз проплываем линию переката, дамбу. Она еще затоплена, но хариус здесь держится и прыгает. И прямо сейчас была поклевка, сделал включение, но сход. Хариус сошел, не знаю, на что брал. Пока стоим на одном месте, но это недолго. Вот здесь вот на срезе получается, на камнях вполне может быть и хариус, и окунь, и язь, и щука, и что угодно. Все, потихоньку начало сносить. Опа, это что? Что-то у нас есть. Что-то у нас висит. Что-то мы поймали пока. Окунь. Это был окунь. Был окунь и ушел. Что-то у нас сегодня одни сходы. Я говорю, на перекате прямо взял по течению и что-то так нехотя шел и не дошел. Ладно, тем временем перекат проехали, вы вышли на глубину, и здесь воды еще много. Мы, конечно, покидаем летом на этом спаде по мелкой воде. Окунь хорошо ловится, но сейчас еще вода немного большая. Пока выключаемся до первой поклевки. Поклевочка. И что это у нас? Вот такой вот мелкий окушок клюнул на мушку. Ну. Я даже сначала не понял, что такое. Не дергает, смотрю. О, еще поклевка была. Дернула. Что-то ударило и все. Рыба есть, но она пока не хочет есть, получается. Не очень она еще пока активная, потому что, видать, травы еще мало. Ладненько. Выключаемся пока. Куда пошла? Куда пошла? На место. Так, очередное новое место.
прошлый год здесь половили окуня неплохо. Несколько щучек попалось. Со Славиком мы здесь рыбачили. Вот здесь вот мы кушали плов с консервов с дикой утки. Сварили плов. И сейчас, вот и первый окушочек. Заглотил он до кишочек. Сейчас попробуем аккуратно отпустить. Опа. Можно было взять коту, но надеюсь, мы еще поймаем. Это слишком мелкий. Тем временем у нас что-то против ветра поднимается темная туча. Скорее всего, будет дождь. Но у нас плащ есть. В принципе, не страшно. Оденем плащ. Опа, во. Ну, это чуть-чуть покрупнее, но все равно не тот размер. Так. Второй заброс и второй окунь. По нарастающей. Может быть, третий будет еще крупнее. Может и нет. Бывает так, что стоит мелочевка в одном месте прямо возле берега и долбит. Он опять удар был. На этот раз пусто. Тут идет типа переката, каменистое дно. Вполне возможно, и хариус в принципе может взять. Я щука, да кто угодно может взять. Но пока берет только мелкий окунь. Брал. 2 раза провел, взял, 2 раза пусто. Так что пока ничего интересного. Клевочка. Что-то повесилось. Окунь. Неплохой такой окушок. Ну-ка. Все. На месте. Вот и. Вот такой вот окушарик. Полезаю в кузовок. Неплохо. Начало есть. Посмотрим. Штук десяток поймаем. Вот уже хорошо. О! Еще поклевка. Сразу поклевка. На том же месте практически. Сход. С прошлой рыбалки. В первый вечер пожарили щук. На второй день пожарили всех окуней. Осталось только 2 язя. Все смолотили. С охотки за милую душу уплетали, мама не горюй. Вкусная печорская рыба, что окунь, что щука. Ну, про хариуса и сига я уже молчу. Но окунь тоже очень вкусная рыба, особенно речной окунь. На реке Печора у нас рыба чистая, можно есть свежепросольным, что ясь, что окунь. Так что все хорошо. Ну вот. Ух ты! Тем временем вот идет огромная туча. И надвигается самое интересное против ветра. Ветер туда, а туча прямо на меня идет. Так что, если пойдет гроза с ливнем, надо будет причалить к берегу, одеть плащ и переждать. Иначе будет не очень. Опа! На берег ушло. Ну вот, 2 поклевки подряд было, и пока тишина. Так что выключаемся. Поклевочка. Опа. На этот раз взял на мушку осу. Чуть поменьше, но нормально, пойдет на жареху. Опа, это что? Во. Вот это да. Только отпустил на вертикальную, сразу вон такой красавец. Ну-ка, может еще возьмет. Только отпустил. Просто выкинул блесну с лодки. Еще не успел забросить. И он сразу хапнул.
неплохо. Он, видать, здесь рядом стоял. Но вертушка не очень. В таком случае резина намного лучше работает. Ух ты! Сколько у нас уже? 4 окуня. Вот еще штук 6, если поймаем, уже хорошо. Проезжал места, где ловили крупную щуку трофейную. Воды там еще очень много. И что-то, ну, не то место еще, пока не стал я там пробовать. Может быть, и зря. Ладно. Вот нас как ветром. Поднялся ветер, не знаю, как слышимость. Но нас просто поднимает против течения ветер сейчас. И вот такая вот темень идет, туча. По идее, надо бежать от нее. Там чистота, ну не знаю. С одной стороны, если выедешь и попадешь под темень, тоже не очень хорошо. Ладно, подождем. После грозы бывает неплохо клюет. А вот и язь. И на этот раз он дошел до лодки. Вот такой вот подъязок. Тоже неплохо. Тех двух язей Валентина заморозила, сказала, поймаешь побольше, разделаем под ребра, под котлеты, под фарш. А двух, говорит, я только почистила и заморозила, говорит, заморачиваться с ними смысла нет. Если что, говорит, не поймаешь, коту скормим. Головы, хвосты так и так коту. Ну а если соберем на жареху, почему нет? Жареные ребрышки и котлеты с язя тоже вкусняшка. Что у нас? 4 окуня, 1 язь уже есть. Немного снесло. Ветер стих и течением снесло. Так обычно крутило. Снесет, поднимет. А сейчас, ну ничего страшного. Обломим он до тех кустов. Покидаем. Может, что интересное клюнет. Ждались. Главное, все произошло очень резко. Вроде бы туча еще и не пришла, а уже палило. Так что одеваем плащ. Так. Ну вот, в принципе, мы и в плаще. Так резко, главное. На защелку раф. Там на защелку 2 застегнуты. И все, вот так вот закроемся. И в принципе, нам не страшен серый волк. Опа, телефон надо убрать. Блин, туча еще далеко. Главное, чтобы молнии не было, грозы, дождь-то это фигня. На всякий случай к берегу причалим. Случаи бывают разные, бывают также опасные, так что рисковать не будем. Ладно, друзья, пока выключаемся. Нас мочит, капитально мочит. Красота! Попали под ливень. Основная туча прошла
чуть дальше, но зацепила неплохо. Вон против ветра поднялась и поливает, поливает. Так что, может быть, и хорошо, что мы не поехали. В принципе. Опа, опа, опа. Поклевала. Держу на месте, главное, вертушку. И была поклевка только что. Окунь вроде бы вот так вот держал. Мне кажется, если поставить резину, продуктивность будет лучше. Так что сейчас дождичек пройдет, чтобы не мочить снасти. Открою чемодан, поставлю резину с запахом от Lucky John. Прошлый год она отлично сработала. И попробуем. Так, ну а пока подождем летной погоды, скажем так. Подключаемся. Переждем непогоду. Поклевка под дождем. Окунь, окунь. Опа-на, и там здоровая щука была. Видали, да? Атаковала. Атаковала окуня моего. Это очень хорошо. Блин. Главное, на вертушку 0 внимания. А на моего окуня прыгнула. Так что сейчас, если мы поставим большую блесну, вполне возможно, мы эту щучку поймаем. Она, в принципе, может и клюнуть сейчас на маленькую, но может сойти, потому что там тройничок мелкий. Все, вешаем большую блесну и будем ловить эту зубастую хищницу. Она показала себя, и это хорошо. Как-то после ливня прошлый год мы неплохо щук натаскали, так что, может быть, и на этот раз повезет. Вот, поставил воблер от моего друга, донбасского друга Сергея Башко. В прошлогодней поездке оторвали щуки вот здесь хвост. Она у меня без хвоста, но работал этот воблер безотказно. Поймал здоровенную щуку, крупных окуней под килограмм. О, весов не было, но по-любому килограмм был, не меньше. Хорошие там щупаки были. Я так думаю, если она... Вот она, сразу же первый заброс и сразу же поклевка. Вот она, 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 вот она. Вот она. Так, что-то упало. Упал телефон мой. Вот она. Сход. Блин. Блин, как все не вовремя. Одной рукой. Телефон упал, грохнулся с кармана. Спешкой я его не так засунул, не туда, куда надо. Сейчас, секунду, секунду. Вот она, щука. А подожди ты, подожди, подожди. А ёшкин ты кот. Первый заброс. И вот она. Сразу ударила. Вот такой вот. Вот такая вот щучка. Средних размеров. Есть. Так что спасибо огромное, Серега, за воблер. Как мы видим, 3-й год он уже безотказно работает. Но мне кажется, это еще не та щука была. Потому что та щука казалось мне покрупнее была. Серега уже давно не выходит на связь. Очень волнуюсь, переживаю. Сами знаете, на Донбассе сейчас что творится.
Дай бог, чтобы все обошлось. Дай бог, чтобы все быстрее закончилось. И когда все закончится, Серега обещал приехать сюда ко мне в гости. И мы обязательно увидим его на нашем канале. Вот, еще одна щука там. Как мы видим, она только что вот прыгнула, разогнала мальков. Вторая щука. Сейчас видимость протрем. Было... Вот, что-то... Окунь, это окунь. Или что? Да, хороший, здоровый окунь. Не будем рисковать. Вот, и правильно сделали. Вон какой здоровый, хороший окунь. Вон. Красавчик. На воблер. Вот. Прошлый год на севере мы еще крупнее даже ловили окуня этого. Вот в грозу. Рыбалка в грозу, как мы видим, бывает тоже очень и очень продуктивная. Если мелкую вертушку брали только мелкие окуня, вот поставил крупный воблер. О, еще. Что это у нас? Еще щучка. Опять сход. Вторая щучка уже. Пенская, да? Я говорю, она показала себе там. Вторая щучка. Окунь. Серегин воблер работает. Сейчас лодка испачкается, но ничего страшного. Ох ты, сверкает как гром и молния. Вот это да. По всем правилам. О, еще поклевка. Еще поклевка на воблер. По всем правилам я должен покинуть лодку и уйти в укромное место. Главное только не под большое дерево, потому что молния может шандарахнуть и в лодку, и в дерево. О, сразу поклевка. Сразу поклевка на воблер. Но этот... Или что это, я не понял. Нет, это походу... Нет, показалось. Вот действительно, когда говорят, что рыбаку плохо, рыбе хорошо. Прошлый год мы тоже попали в такую передрягу. Промокли насквозь, без плащей были. Считай, ливень, гроза, ветер, ураганный ветер. Потом все стихло, вышла радуга, и просто мы надергали здоровых щук. Сейчас мы поклевки видим прямо во время грозы, во время дождя. И это здорово. Серегин воблер работает безотказно. Так, здесь рыба у нас закончилась. Сейчас закинем туда еще вдоль берега. Ух ты! Перебор. Не получилось. Получилось. Так, ладно, пока выключаемся до первой поклевки. Туча все-таки, вон какая она здоровая. Целый фронт, грозовой фронт ушел туда. Хорошая погода у нас закончилась. Там дальше светло, но туча пришла оттуда. Не знаю, как долго это будет продолжаться. Прогноз я не смотрел сегодня. Дай бог, чтобы это все быстрее закончилось, потому что неприятно и даже немного страшно, когда вот так вот громыхает. Очередной окунь. Взял вот на такой здоровый воблер. В принципе, окунь сам не крупный. Прямо на подъеме я даже не успел включить камеру. На течении кинул выше по течению, и воблер шел очень быстро.
дошел практически до лодки, и прямо возле лодки на подъеме он успел прыгнуть и зацепиться. Так что окунь у нас работает, ой, воблер этот работает не только на щуку безотказно. Вот здесь вот прямо возле лодки он капнул. Также он и окуню не дает шансов. Отличный воблер. Многие приманки Серега делает сам. Но этот воблер, он сказал, что он покупной. Года 3, наверное, я уже на него рыбачу. Вот он уже без хвоста, но продолжает ловить с хвостом. Он ловил, вот опять поклевка. Это опять у нас окунь, но на этот раз на мушку. Вот на этот раз на мушку. Неплохой окушок. Дождь не думает прекращать свое поливание. Ой, сейчас, я так думаю, тоже должна последовать поклевка. Нормально, удачно закинули. Дождь-то ладно, блин. Дождь не страшен. Страшна гроза. Потому что не часто, но редко, но метко шандарахает. Все, щуки походу закончились. Ну вот тупорылая щука, вот она, если бы не показала себя, я так бы и продолжал кидать эту мелкую вертушку. Потому что я, признаюсь, очень не люблю часто менять снасти. Вот могу целый день на одну и ту же снасть порыбачить. Но тут сам Бог велел. Она показала себя, кинулась на моего окуня, промахнулась. Да что уж говорить, на окуня бывает так, что попадает щука довольно так немаленькая, около килограмма, и бывает прямо эту щуку атакует здоровенная щука. Покажет себя, и потом что только ты туда не кидай, бесполезно. Несколько раз так уж было. Бывает, везет, возьмет, если она голодная. Но не всегда. Так, у нас пока все. Пока затишье. Но на речку пока выходить не буду, потому что пусть я лучше на берегу постою, чем на открытой воде. Решил выйти на берег и пройтись вдоль берега, потому что там возле лодки на одном месте я уже обловил то, что рядом было. Поклевок больше не было, а тут можно вдоль берега пройтись. Если что есть, может быть, и хапнет. Подождем эту непогоду, заодно и порыбачим. Я только сейчас заметил, что я не взял с собой ни ведра, ничего, ни пакета, так что что-нибудь будем думать, куда складывать рыбу. А рыбу мы уже на жареху поймали. 2 щуки, окунярики, так сказать, совместили. Опа, вот она, щука. Неплохая щука. Вот так вот. Вот такая вот щука. Так интересно попалась, как в кукан. Тихо. Ты бы не сошла, вон. Смотрите. Зацепилась одним тройником, а вторым тройником как бы зачуперила первый тройник. Блин. На 2 тройника попалась аж. Значит, была моя. Она моя. Так, куда бы тебя убрать, чтобы потом найти
Давай вот сюда вот закинем. В эту травку пока. Пусть там пока побарахтается. Ну вот. Не зря мы вышли на берег. Поймали третью зубастую. Отлично. Вот это мне уже нравится. Несмотря на непогоду, ловим щук мы на Печоре. По хорошей погоде любой дурак поймает. Это еще раз подтверждает правило, то, что рыбаку хорошо, рыбе нет, и наоборот. Вот мне сейчас не очень хорошо, не очень комфортно. Не знаю, что видно, не видно. Но рыбки я уже поймал. Я доволен. Так, ну чё? Походу эта гроза надолго. Затянуло все вокруг. Все просветы закончились. Ни слева, ни справа. Кругом дождевые тучи. Грозовые. И что-то перестало у меня поклевывать. Дождик уже как бы стал потише, но такой постоянный моросящий дождь. Походу это надолго. Ну ничего, нам спешить некуда, покидаем. В такую погоду я точно на речку не выеду. На берегу-то еще нормально, а ехать под дождем это вообще не айс. Так что ждем поклевок. Ну загадывайте, друзья, какая рыба сейчас будет первая. Я скажу щука. Хотя может и язь взять. На этот воблер я ловил язя. Ну в душе я хочу щуку. Все-таки. Или окуня крупного, трофейного. На килограмм. Я скажу щука. Все, давай ждем щуку. И пока выключаемся. Ну вот и поклевка. И это, друзья, походу язь. Так что я не угадал. Вот он, да, язь. Взял на воблер. Ай, бляха-муха. Вот зачем такое делать? Поранил. Опасная штука. Вот такой вот язик кинулся на воблера. Так, рыбу надо убирать. Вот она моя щука там. Вот он мой язь. Не угадал. Ждал щуку. Хотя бы вот такую. Но это был язь. Ну, тоже неплохо. Так что дождь идет. А мы скирдуем. Нет дождя. Домой. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи. Домой поедем. Ну что, домой приедем мы сегодня с уловом. Совместили полезное с приятным, и это здорово. Так. Полезай, дружок, в кузовок. И ты полезай. О, бабахает и бабахает, блин. Так что пока бабахает, мы, пожалуй, тоже немножко набабахаем. О, это походу надолго. А нет, вот там дальше идет просвет, но это еще далеко. Ниже лодки обкидал все. На язе все закончилось. Пойдем здесь обкидаем каменистый берег. Прошлый год здесь окуня, щуки были. Правда, здесь течение, но на течении рыба тоже живет. Посмотрим, что получится. Вот и она. Вот и рыба. Окунь. Рыба-окунь.
Так что воблер работает лучше, чем... Так, можно было бы кидать, конечно, сюда в лужу. Но мы потом ее отсюда поймаем, нет? Надеюсь, да. Так что поплавайте в этой луже пока. Ух ты. Навряд ли мы ее... Ладно, постараемся. Будем ловить повторно. Ну, на течении взял окунь. Главное, на мелкую блесну не брали, на вертушку, а вот на воблер, видать, более естественный, похож на рыбку. И несмотря на то, что он покрупнее вертушки, рыба хапает. И щука, и окунь. Щука вообще на вертушку 0 эмоций. А на воблер хапнула сразу. Сначала показала себя на окуне. Был выход. Ну а потом первый заброс на воблер и сразу же хап. Это еще она без хвоста. С хвостом она вообще как живая рыбка была. Ничего, пусть думает, что хвост ей кто-то откусил. Как-то вот так вот. Такая вот у нас, друзья, рыбалка в грозу. Несмотря ни на что, она удалась. Она уже удалась. А еще не вечер, она еще не прошла. Так что свои запланированные час-полтора я порыбачил. Даже, пожалуй, выйдет подольше. Ну, ничего страшного. Под дождем я точно ехать не буду. Чуть-чуть не успел. Видали, друзья, да? Я не знаю, видали, нет. Но была щука. Была и всплыла, скажем так. Сошла прямо здесь, возле берега. И сразу же рванула в Печору. Я даже не успел подбежать. Не знаю, успела ли включиться камера. У меня даже запутала вон леску. Такая неплохая. Около килограмма, наверное, была. Ударила вот здесь, вот прямо возле берега. И не дошла до берега, сразу сход. Второй раз она уже навряд ли возьмет, наверное. Ну, посмотрим, а вдруг. Хотя навряд ли, куда она уже ушла-то. Хотя бывает. Щука сойдет и тут же сразу берет. Но обычно только другую приманку надо ставить. Вот здесь вот она. Бабах, вот она. Еще что-то было. Походу, это та же самая щука. О. Вот здесь она, Давай. Вот она. Она здесь, друзья. Но она никуда не ушла далеко. Просто она уже знает этот воблер и не атакует его. 2 раза выходила. Она уже, говорят, мозгов у рыбы нету. Ага, еще как есть. Все, 2 раза выходила. И 3-й раз не хочет. После схода 2 раза. Так она 3 раза получается. Думает, ну его нафиг. Покидаем. Может быть, надо есть и мелькать. Примелькается, да ударить все-таки. Проводку поменяем.
подергаем так вот. Вот она, вот она. Блин. Еще раз кидалась. 4-й раз, считай. Не знаю, попала она, не попала на крючок, но вытащил с рта. Поменял проводку, начал дергать вот так вот, как на попере типа. И она повелась. Она здесь и стоит, оказывается. Ну давай, еще раз. Блин, до лодки сходить, что ли, поменять что-то другое. Неохота ящик рыболовный открывать, там все намокнет под дождем. Ну, ничего я менять не буду, она и этого должна взять. Ты упрямая, я еще упрямей. Да, зацепить бы хвостик какой-то, была бы реалистичнее. Все. Просекла эту фишку сюренция. Надо дать ей отдохнуть, чтобы подзабылась. Сейчас еще разик закину. Если не возьмет, то пойдем повыше, вон возле этой проволоки. И потом мы за ней вернемся. Не хочешь, как хочешь. Ладно, все, выключаемся. Была поклевка. Была поклевочка на течение. Вот уже на 50 метров где-то ушел выше лодки. Здесь полным ходом идет течение, типа переката, каменистое дно. И сам видел, была поклевочка. Просвет немного появился, но очень-очень медленно приближается. Пока стоим прямо под грозовым фронтом. Громыхает иногда подальше, иногда поближе, но неприятно, скажем так. Но основное уже отдаляется. Он туда вот уходит все. Тишина. Ладно. До первой поклевки. Поклевка, друзья, это походу язь. Взял на воблер. Видать, не шевелится. Видать, ему больно. Видать, забагрился. Сейчас он опять начнет трепыхаться. В петлю попал. В петлю попал. Вот так. И вот так. Так, давай мы тебя пока сюда закинем. Попрыгай пока здесь. Так, у нас там один окунь, здесь один язь. Главное потом их не забыть. Пусть пока попрыгают. Ножками подрыгают. Вот так вот. Язь херачит воблера как малька. Вот и представляете, сколько молоди рыбы губят эти паразиты, блин. Их здесь печорит тысячами. Если он кидается на вот такой воблер 10 сантиметров длиной, то что уж говорить об остальных мальках, он просто их уничтожает. И это не одиночка язь. Их здесь миллионы. Лови, не переловишь. Ловил, да не перевыловил. О, скороговорку придумал.
Ну, рыбки мы уж сегодня наловили, пол-ведерочка, наверное. А дождики не думают заканчиваться. Таким макаром мы ведро наловим. Ну, дай бог, дай бог. Посмотрим. Не сказать бы, что поклевки частые. Но на 10-15 забросов поклевка есть. И это хорошо. Пока включалась камера, у меня был сход. И походу это был опять у нас язь. Язь! Вот здесь вот хапнул. И сошел сразу же. Ну как сразу? Секунд через 5. Второй раз уже навряд ли он возьмет. Еще раз кину и все. Нет, так пойдем дальше. Ладно бы это щука была. У нас там щука еще одна осталась. Сейчас дадим ей время успокоиться, и на обратном пути мы еще там покидаем. Оп, вот она, вот, оп. Опять была поклевка. На том же месте. Какой хитрый язь. Язь точно. Желтый выходил. Язик, язик. Дрын тебе в глазик. Ну, не хочет. Ну, не хочет, как хочет. Пошли дальше.